Здравствуйте. У самого входа в БКЗ дам встречают с цветами. Играет музыка, звучат комплименты. Сегодня все ради них. Женщины расцветают просто от того, что для них такой праздник устраивается каждый год. Спасибо всем. В концертном зале сегодня лучшие в своем деле. Победительницы республиканского конкурса «Женщина года». Вклад женщин в экономику, образование, здравоохранение, культуру, науку, спорт, жилищно-коммунальную сферу поистине огромен. И конкурс «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд» ежегодно демонстрирует нам ваши успехи в профессиональной и общественной жизни. Будьте здоровы, счастливы, пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием родных, друзей и близких. Алексей Песошин поздравляет всех женщин республики от имени президента, правительства, Госсовета. Фарида Кашапова – победительница конкурса в номинации «Женщина-мать». Вместе с супругом они воспитывают 7 детей, 5 приемные. Скажите честно, это сложно? Нет, это не сложно. Фарида признается, главное – любить детей. Тогда будет и уважение, и взаимопонимание. Мы друг друга понимаем с полуслова, дети меня любят. Я вот как-то сомневалась сюда приезжать, а дети меня настояли. Сказал, ты должна, ты лучшая мама. На сцене победительницы в номинации «Героиня третьего возраста» Альфия Айдарской, 97. Она балерина, дочь актера и основателя татарского театра в Москве Газиза Айдарского и композитора Сары Садыковой. Это моя профессия. Я до сих пор работаю. Концерты даем. Вот сейчас тоже 7 мая будет концерт, посвященный Дню Победы. Дамы, женщины, бабушки – все они разные, но всех их объединяет одно. Именно женщины могут сделать мир вокруг культурнее и духовнее. Неспроста культура и духовность – самая многочисленная номинация этого года. Награды в этой номинации вручает председатель комиссии при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов. Сохранение языка и национальной культуры. Программы канала завоевали множество престижных. В этой номинации сегодня наградили и нашу коллегу Рамилю Сахабуддинову, главного редактора телеканала «Шаян ТВ». Журналист, 36 лет, посвятивший телевидению. Она дала путевку в жизнь нескольким поколениям молодых звезд экрана. Теперь их дети работают с ней. И подарила яркие детские и молодежные проекты зрителю. А с самого открытия стоит у руля детского телеканала «Шаян». Она получает награду за сохранение языка и национальной культуры, что особенно важно, когда работаешь с детьми. Я безмерно рада участвовать в таком большом празднике. Очень счастлива тем, что я мама. Мама в семье, мама и на работе. Потому что всех сотрудников Шаян ТВ я тоже считаю своими детьми. А что должна делать мама? Сохранять язык матери. И наш канал этим успешно занимается. Медалью за заслуги перед республикой награждают заместителя министра здравоохранения Фариду Яркаеву. Медалью столетия ТАССР ветерана труда Клавдию Новикову. Меня все время спрашивают, почему так долго идет конкурс, вот уже сколько десятилетий. У меня есть очень простой ответ. Этот конкурс поддерживается вами, нашими замечательными женщинами. Учителя и врачи, медики и нефтяники. Женщины республики успешны во всех сферах деятельности. В этом году за звание «Женщины года» боролись 263 участницы, 101 сегодня в зале. В этом году именно они – пример для подражания. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.